серьезно. Это часто очень сложно и скользко, и видно. Даже ротулар-то, ну? Место очень красивое, особенно это лёдник. Очень круто, но холодно. Блин! Моя рука! Привет, друзья мои! Доброе утро! Добро пожаловать на мой канал Кочевник Сами. Меня зовут Сами, я из Пакистана. Сегодня отправляемся в Алярча национальный парк. Это парк 48 километров далеко отсюда. Из Тунгуча это 48 километров далеко. Но сначала мы увидим через общественном транспорте и потом после села Сантаж. Мы начинаем автостоп. Серьезно, это будет очень отлично. Со мной сегодня это есть колпак тоже, да? Буду носить этот колпак тоже, потому что мне это очень нравится. Кстати, это я носил там в город Кабул, Афганистан. И потом меня задерживал Талибан тоже. Мы были там, я там был 5-6 дней в тюрьме, тоже видео уже я загрузил на мой канал, если вы можете посмотреть. Потом что было, это все я там объяснил. Но, кстати, это просто так было. Сначала мы увидим это Алярча, и потом там разбитое сердце есть, это посмотрим. Потом там есть водопад, это тоже посмотрим. Дальше там есть это дно озера, но я не знаю, что там по пешком идти сколько будет, да, и тропинка как трудная или нормальная, я не знаю. Но просто я стараюсь, если получил, я уйду до туда тоже. Со мной мои два друзья, один зовут Инам, и второй мой друг, у него зовут Аяс. Они вдвоем тоже сегодня со мной отправляются туда, Алярча. Но видео будет это круто. Поставь лайк и подпишись на мой канал, если вы это не сделали. Погнали! Так, мы сейчас подождем это 102 маршрутки, выйдем до Азия Молл 102 маршрутки, потом 265 маршрутки едет до Кашкасуй, наверное, это село называется. До туда выйдем по общественному транспорту и дальше потом попробуем сегодня это автостоп. Не знаю, что получается, не получается, это отдельно, но просто я хочу сегодня это по автостоп, что как Киргизия меня помогает или нет. Потому что они уже знают, да, у меня это друзья есть, они похожи как Пакистан. В Пакистане я тоже похожа, кстати. Я из Пакистана тоже. Так, погнали, сейчас подождем это маршрут. Приехали рядом Азийский молл, вот здесь это Азия Молл, да, и теперь нам надо ждать 265 маршрутка, да, 265 маршрутка это выйдет до Кашкасуй село, да, до туда выйдем через эту маршрутку и дальше потом автостоп, потому что дальше нету общественным транспортом, да, поэтому подождем сейчас здесь. Так, ребята, мы приехали от села Кашкасуй, наверное, это район называется, да, Кашкасуй. И дальше это 18 километров останется. Сейчас попробуем автостоп, потому что дальше нет общественного транспорта. Кстати, они строят здесь новые дороги, да. В прошлом году, когда я, в прошлом году был,
нет, извините, через 5-6 месяцев назад было, да. Когда я приехал сюда, вообще здесь дорога была очень плохая. Но сейчас они строили это, новая дорога. И начнем автостоп. Не получил. Наверное, он остановил для нам, да. Посмотрим. Спасибо ему, если он остановил для нас. Здравствуйте. Как ваши дела? Мы видим Аларча. Спасибо большое. Спасибо ему, он остановил. Ага. Ага, сейчас. Ага. Ага. Видео я могу снимать, да? Ага. Спасибо. Привет. Саламу алейкум. Как дела? А? Все окей? Английский понимаете? Нурбайке, вы что знаете про Пакистан? Пакистан? Да. Пакистан. Не знаю, там... Просто у нас YouTube видео, Пакистан жить немножко тяжело. Нет, я тоже снимал там видео. У меня на моем канале есть, в русском языке я снимал. Жить это не трудно. Я был в Афганистане, кстати, тоже. А там я был 6-7 дней в тюрьме тоже с талибаном. Там люди, количество много, да? Да, у нас это люди, народ очень много, 235 миллионов людей. Да, много. Кыргызстан только 6 миллионов. 6 миллионов у нас. 6-7, да. Да, у нас 7. в один город это 9-10 миллионов. Да. Спасибо, Умар. До свидания. Пока. Давай пошли. Спасибо, это Нур, брат там. И мы приехали, вот здесь это Аларча, национальный парк, да? Пойдем дальше. Здесь есть это какая-то отель, но здесь вообще нету никого сейчас. И нам надо сначала посмотреть это парк, вот там есть это, мы там раньше это покатались и туда, да. Хочу еще раз сегодня тоже посмотрим это место и некоторые дрон видео снимаем, и потом уедем дальше, посмотрим сегодня много чего. Здесь это картинка, мы сейчас здесь, да, он написано «We здесь». Но сначала посмотрим это место, потом увидим, здесь есть это разбитое сердце, да. Это 2380 метров в час по пешком идти, 1 до 5 километров. Потом второе место, здесь это водопад, да. Водопад это 2460 метров, 2 час 20 минут ехать, тоже это почти 2 километра. И потом дальше, сегодня мы хотим сюда. Сюда есть, здесь это есть озеро. Но я не знаю, что получается или не получается, но мы стараемся, да. Вот это 3300 метров и 4, почти 5 часов по пешком идти, это очень далеко. 5 часов, кстати, это очень далеко. Ну, постараемся, давай. Сегодня это 5 ноября, да. И посмотри, здесь есть снег. Очень снег начинал, да. Но сегодня погода нормальная, кстати, солнечный день и нету так же холодно. И вот здесь это очень много елки. Посмотрим, туда чуть-чуть выйдем дальше. Так мы встретились здесь с китайским путешественником тоже. Они тоже здесь. Алло. Привет, Кыргызстан. You know this? Привет. 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 It's like hi in Russian language. Hi, yes. Hi, yes. It's привет. Да, привет, да. So now you're looking like Kyrgyz. No, it's wrong. Like this. You need to hold like this. How much? How much?
300 to 1000 Kyrgyz сом. It depends on quality. Она сказала, сколько стоит. Я сказал, что 300 до 1000, да? Окей. Вот здесь назад, которые это птицы, они кушают семечки из рукав, да, если ты так держишь руками семечки, они прилетают и покушают. Много людей там это снимает, я тоже, кстати, снимал. У меня, кстати, не были эти семечки, которые водитель, кто нам привезел отсюда. Он мне дал, еще раз спасибо ему. Это с камня, если кто хочет сидеть, здесь это кухня, да, ну, кто-то что готовит. В прошлом раз, когда мы были здесь, здесь много киргизов готовили, это шашлыки, много чего они готовят. И здесь это йорт, наверное, называется, если кто хочет останется. Дальше просто я дрон, некоторые ролики снимал, но такое интересно, здесь ничего нет, просто интересно дальше есть, да, это разбитое сердце, потом дальше это водопад. Посмотри, здесь есть это переход для муравей, да, видно, надо останавливать сюда, что муравей выходит, и потом круто. Сейчас время это 11:51, да, посмотрим на разбитое сердце, поскольку время я смогу идти. Я думаю, что могу через 30, 20, 25, 30 минут. Посмотрим. Внизу это весу. Галярча ушла, да? Сейчас не зеленый, потому что уже это сегодня 6 ноября. Снег уже здесь был, да? Видишь? Холодно тоже будет вечером. Потому что сейчас чуть-чуть, когда я вверху иду, да, погода станется очень прохладная. Но я думаю, что вечером будет очень холодно. Ну ничего, у нас вышло, который там, как они написали, да, это весу 7 часов по пешком идти. Мы стараемся, что 5 часов. Поэтому мы чуть-чуть быстро идем. Не как нормально люди идешь, да? Видишь, мы уже пришли только 20 минут. И это разбитое сердце. Посмотрим это разбитое сердце, и потом здесь долго не будем останется. Просто я снимаю ролики несколько, и потом мы увидим дальше. Там находится это водопад. Но сначала посмотрим это разбитое сердце. Здесь, ребята, я уже в разбитое сердце, да, что это? Ой, блин, это один сом. Кстати, вот это место называется разбитое сердце. Ну, место так нормальное, все видно внизу, да, это Аларча ущелье, да, видно, крутое место. И здесь ветер дует, да, очень хороший человек чувствует. Нам надо идти это дальше водопад. Поэтому я много здесь не буду останется, да. Здесь, что были, дрон тоже снимали, и что нету, просто внизу это речка, и место круто, если вы хочешь
можешь прийти сюда, посмотри. И, кстати, меня скажите, зачем это место называется «Разбитое сердце». Обязательно напиши комментарий, я буду посмотреть все комментарии, отвечаю тоже. Водопад отсюда это час 20 минут по пешком идти и 2,5 километра, да. Посмотрим, что мы сколько времени. Это не здесь написано, что только это час 20 минут. И сейчас это время 12, ну 12:30, уже почти 12:30, да. Погнали, посмотрим. Вот я начинал трекинг опять. Это, который это час, да, отсюда до водопада. Здесь тропинка чуть-чуть сложная. Сначала это нормально, здесь нормально. Потом второй, который час, тоже нормально. Но третий час туда. Это чуть-чуть сложно. И мой, который один друг, он посмотри, он не сможешь. Он говорит, ругается, да, что почему ты так быстро ходишь и я остану назад. Это плохо. Я ему говорю, хорошо, а вы вдвоем чуть-чуть медленно идите, я по дороге, по тропинке снимаю ролики и дрон-видео снимаю, поэтому я буду чуть-чуть быстро идти, и вы медленно идите, нету проблемы. Но посмотрим, что час 20 минут написано туда, наверное, мы сможем только в час, да? Второй час пути, да? Это не сложно, это нормально. Второй час до туда это нормально. Третий я потом, ну, второй я читаю до туда, да? Потом дальше я это третий час читаю до водопада. Это чуть сложное. Но я чуть быстрый. Мои друзья не оставили очень назад, да? Ну ничего, я дальше буду снимать дрон-ролики, да? Вот здесь это грязно начинал, да? Видишь? Очень грязно. Ну ничего. Уже 30 минут пришел и еще, наверное, через 15 минут, 15-20 минут мы уже будем там, где водопад. Вот сейчас погода холодная стала, да? Здесь нету это Самсун, поэтому очень холодно. И это будет очень скользкое за снегом, да? Очень скользкое. Но мы почти пришли, видно это. Здесь это водопад. Ну, есть еще, это, не думаю, 10 минут. Нам надо еще идти. Но чуть-чуть побыстрее, да? Потому что мы сегодня хотим это посмотреть. Озеро. Это озеро я фотки посмотрел, очень крутое. Поэтому я хочу посмотреть сегодня. Погнали. Кончила моя камера, потому что здесь очень холодно, да? И это очень тяжелый час. Скользкий, да? И еще камни очень большой-большой. Это вот здесь это озеро, просто это место очень скользкое. Я просто дрон видео снимал. Я раньше здесь был, я посмотрел. Сейчас это видно замерзло. Я как раньше замерзло было, сейчас тоже это замерзло. Мы это разбитое сердце до отсюда пришли 50 минут, да? Ну 52 минут, мы считаем, что 50 минут, да?
Я чуть медленно пришел, 50 минут, это 35-40 минут по пешку идти, да, но я чуть медленно пришел, потому что мы это один другу очень медленно ходишь, да, поэтому. И еще ветер у меня очень быстро закончается, потому что здесь холодно, да, очень холодно. И так делаем сейчас, поедем вверху, который озеро, да. Это 5 часов по пешком идти. Но не знаю, я не смогу угадать, что сколько. Но который здесь в Киргизии был, он на меня сказал, что ты можешь, если ты так ходишь, ты можешь 2,5 или 3 часа. Посмотрим. Погнали. Вот очень холодное начало, поэтому я шапка носила и покушаем сейчас. Кстати, мы принесли себе с собой это пакистани рис, но это барьяни называется, да, пакистани барьяни. Сейчас покажу. Вот, посмотри. Ну, вообще холодный. Ну, не, сейчас горячий, чуть-чуть горячий. Тогда покушаем, потом. Эта часть очень сложная, очень сложная. Особенно для ему, да? Он вообще... Зачем каталарка, ну? Вот сейчас время час 52, да? 52, извините. Час 52. Посмотрим. Там написано было, что это 5 часов, 4 или 5 часов по пешком идти. Посмотрим. Мы по сколько время сможем. Погнали. Здравствуйте. Подниматься как? Трудно? Дальше или как? Скользко? Скользко? Да. Очень, да? Ага. Просто подниматься очень трудно, серьезно. Это сейчас очень сложно и скользко, и видно. И еще я тупо сделал. У меня ничего нет, я думаю, что снег не будет здесь, да? И здесь очень снег и скользко. И такие ботинки очень сложно. Но ничего, теперь хочу, тогда хочу. Мне надо еще идти. Ай. Знаю, чуть трудно, но я стараюсь из всех сил. Я могу. Я думаю, что этот час... Ой! Не так сложный, но просто очень скользкий. Очень. Мои ботинки это не для такой трекинг. Просто я не знал, что это место будет так же скользкое. Видишь, мои друзья, они стали очень назад. Очень долго. Их надо идти. И быстро. Я чуть-чуть быстрее иду, да? И которые другие группники, они троем, да? И уже там далеко ушли, потому что я там снимал дрон ролики, и мы там потом покушали, поэтому я чуть-чуть назад стал. Ну ничего, через 15-20 минут позже я буду там, да, иншаллах. Вот здесь назад это человек видно. Я ему спросил, сколько еще останется. Он сказал 40 минут. 40 минут, он сказал, еще такой тропинка. Такая тропинка, наверное, я неправильно сказал. Извините, ничего, стой. Хорошо. Он сказал, что сюда чуть-чуть сложно, и дальше потом нормально. Мои друзья, они там. Для их еще нужно 20-25 минут. Для их это час 10 минут. Тропинка. Очень сложно. Серьезно. Ну, я стараюсь. Я могу. Он сказал, что озеро, наверное, ледники, да? Ну, он сказал, ты можешь просто
посмотреть. И здесь это скользкая тоже линия. Очень скользкая. Ура! Наконец. О! Наконец-то я почти пришел. Вот здесь это какой-то знак, что-то написано, наверное, киргизский или русский. Я читать чуть плохо умею, что это вот знак очень старый стал. Написано клекта, что-то написано, не видно. Нормально. Но я почти пришел. Это тропинка. Очень сложная была, серьезно, скользкая и сложная очень. Поэтому я чуть-чуть помедленнее пришел вверху. Сейчас дальше нормально. Вот, добро пожаловать. Рактапи. Английский написано. И я пришел. Наконец-то. Ура! И там это гостиница, наверное, это гостиница, да. Я вчера читал, здесь есть, но ты можешь, если кто хочешь, останется ночью здесь. Они сколько денег возьмете-то? Я спрашиваю, да, сейчас. И там вверху это ледник. Но просто там нету такая какая-то тропинка. Поэтому там невозможно, там просто, если можно было, я буду снимать через свой дроном. И дальше пойдем посмотрим это место и потом назад там. Озеро. Крутое. Погнали! Вот эта гостиница, наверное, закрытый, да? Никого не видно. Ничего. Так делаем, да? Уедем дальше. Посмотрим это озеро сначала. Вот здесь есть это. Так что место для спать просто, я не так могу сказать, гостиница, если хочешь сказать. Пока закрытый. Там есть 1-2 человека. Но давай так делаем сначала, посмотрим это озеро. И после озера потом приедем, если кто-то был, да, посмотрим это. Гостиница тоже, что, как же здесь, какие качества, да, посмотрим чуть позже. Вот здесь один человек был, он говорит, что озеро еще далеко, это больше час еще идти. Он сказал, что если ты отпускаться, тогда лучше не ходи. Ну, посмотрим, я чуть-чуть виду, да, там есть это ледник. Посмотрим это, здесь видно, это посмотрим. И дальше посмотрим, если время было, да, я хочу, кстати, посмотреть это озеро. Но если не было тогда, и еще он сказал, что замерз, да, замерзло это озеро. Посмотрим. Я хочу вам показать место. Посмотри. О, круто, видишь, это ледник. Отлично. Если я скажу про место, да, место очень красивое, особенно это ледник. Очень крутое, но холодно. Надо это все нормально одеваться. Хорошие ботинки,
и не джинсы. Я пришел сюда джинсы, да, сейчас у меня очень холодно, у меня руки замерзли. Вижу, у меня ничего нету. Друзья, тоже не стал очень назад. Я не знаю, что не сможешь сейчас вверху идти или нет. Но место крутое, нормально. Уже не здесь, да. Вот здесь мои друзья не видно. И я еще замерзаю здесь. Ветер дует очень сильный. И холодно стало. Уже на это время, наверное, почти 4. Где мой телефон? И руки вообще не работает. Блин. Ну, 3:33. Нормально. Плохо. Время нормально, но у меня плохо. Я замерзаю. Еще спускаться очень сложно, потому что скользкое место. Очень скользкое. Ну ничего, нормально. Стараюсь изо всех сил. Ну я не знаю, что мои друзья, они поднимаются или нет. Они просто очень назад отстал, очень назад. Я чуть быстрее поднимался, и они, не знаю, второй был хороший, да. Но он тоже отстал, и третий, а я, он чуть плохо поднимается. Он не сможет этот трекинг, я знаю. А вот здесь мои друзья. Смотри. Они хочешь трекинг, да? Как дела? Как дела? А? Плохо? Они вообще не сможет подниматься, да? Теперь как будем спускаться, да, отсюда? Знаешь? Так, ребята, он сказал, это 1200 сом за один человек на ночь, да? И кушать это отдельно будешь заплатить. Просто мы не хотим остаться, дальше ничего нету, да? Уедем, спускаемся. А дальше у нас нету машины. Что будем делать, это я не знаю. Но сейчас спускаемся. Наконец. Смотрим, через сколько мы спускаемся, да? Потому что тропинка очень сложная и скользкая. Но стараемся, что через час 40 минут или через 2 часа можем будем это где Аларча, да? У нас нету машины, не знаю, как будем дальше идти по автостоп, но стараемся. Ничего, все нормально будет. Надеюсь, иншаллах. Еще и меня надо читать намаз. Я опоздал очень. Блин. А, моя рука! Блин! Блин! О, мои ноги! Идите за мной! Ай! Моя рука! Вот я пришел внизу. Но вообще транспорт, я не знаю, что будем делать сейчас. И время сейчас это 6:35, но это 2 часа и 15 минут. Очень скользкая была, и у нас это ботинки очень скользкие, серьезно. Я также вообще никогда не ходил. Но нормально, ничего себе, все нормально. Сейчас я не знаю, что будем делать. Вообще здесь нету маршрутки, ничего нету здесь. Посмотрим, если кто помогающий, уйду домой.
Надеюсь, что будет кто меня помогает.